Всем привет! Сегодня героем нашего обзора будет Nokia 5820. Я думаю, на внешности мы долго заострять внимание не будем и сразу обратимся к главному экрану. Итак, что мы здесь видим? Уровень заряда батареи, уровень приема сигнала, часы, если по ним кликнуть, можно установить будильник или посмотреть, какое сейчас время в других странах, городах и так далее. Это все настраивается, тут ничего сложного нету. Также можно выбрать текущий профиль, такой как автономный, то бишь с отключенным GSM модулем, без звука, встречи, обычный и так далее. Также вызвать передачу, так сказать, связь, беспроводные соединения, Bluetooth, все дела. Вот мы видим панель контактов, это 4, так сказать, главных ваших друга, которым вы можете позвонить, отправить смс и так далее. Вот, например, мы сейчас звоним. Вот. Ну, в общем, в таком духе, видите, звонок происходит, иконка крупная, ну ладно, мы сейчас сбрасываем, нам это вроде не надо. Также можем написать сообщение, переходя из этого же меню. Вот, в принципе, вот интерфейс, вот, если выбираем, вот виртуальная клавиатура открывается, и Сукин, и можем набирать всякое такое. Ну, в общем, все без всяких особенно затей, все стандартно, закрыть, нет, удалить, это нам не надо. И как бы, ну, мы поняли. Также вот набор номера, можно так набрать, можно вот выбрать список контактов, так прогонять, или в поиске, очень интересный интеллектуальный поиск. По буквам он оставляет только те буквы, которые есть, как бы, вот видите, вот там, ну, в общем, все в таком духе. Сейчас я расскажу о, наверное, панели быстрого доступа к приложениям, поэтому маленькая пауза. Так, вот она, панель ссылок. Что мы здесь видим? Вот наиболее часто используемые приложения. Это, естественно, можно назначать свои. Поиск по содержанию. Вот мы вызываем. Также можно тут, соответственно, найти, набрать что-то там свое. В общем, все в таком духе. Это довольно тормозная программа, надо честно признаться. Ну, в общем, да и события календаря. Также еще есть кнопочка экспресс-панели. Вот здесь основные функции, которые разработчики считают для этого телефона. Музыка, галерея, GPS, видео и интернет. О них мы поговорим в следующем обзоре. И осталось только рассказать про кнопки. Это кнопка вызова, кнопка отбоя. Это кнопка запущенных приложений. Если зажать долго, видно те приложения, которые запущены. Сейчас только меню и главный экран, поэтому ничего, собственно, показывать нечего. Ну и переходя, так сказать, к пункту меню, вот мы видим всевозможные приложения. Кстати, все настраивается, как вам удобно. И можно вот упорядочить, перемещать местами их, ставить как удобно. Ну и все в таком роде. Обзор основных функций телефона ждите в следующем репортаже. Ну все, пока.